новым днем, Республика! Телевизионные жаворонки продолжают работать для того, чтобы ваш день начинался только с добрых и свежих новостей. Меня зовут Ларина Сукуева, и я очень рада приветствовать вас в нашей теплой и уютной студии. На календаре сегодня 24 декабря, четверг, и сегодня сочельник у католиков. Также сегодняшнее число известно тем, что 24 декабря была взята турецкая крепость Измаил русскими войсками. Еще был продемонстрирован первый паровой автомобиль, совершил полет первый самолет Ан-124 «Руслан», и был принят закон о собственности. Последний случилось в 1990 году. Вот такие события сегодняшнего дня. А чем нас удивит погода, давайте узнаем прямо сейчас. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, в 6 часов утра в центральных улусах температура воздуха составила 50-51 градуса мороза. Днем ожидается 46-50 градусов. В Заречье утром было минус 46, минус 52. Днем ожидается 45-50 градусов. На юге утренняя температура 31-37. Днем ожидается потепление до 28-36 градусов мороза. В Вилюйской группе улусов 46-48 – это утренняя температура, а дневная 45-49. В Нижнеленских улусах 47-50 в 6 часов утра было. Днем ожидается 47-49. На западе утром 36-40, днем 36-41. В Колымо-Дигирских улусах 25-49 утром, 25-48 днем. В Янских улусах 34-50 – это утренняя температура, а дневная 35-48. На северо-западе 25-49 утром и 25-48 днем. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 49 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветра не будет, днем ожидается 48-46 градусов мороза, туман, и сегодняшний день объявлен актированным днем для учащихся с 1 по 8 классы. А между тем стало известно, что победительницей конкурса «Синяя птица» стала девочка из Якутии. Она в качестве приза получит приз в размере 1 миллион рублей. И все подробности мы узнаем из воскресного эфира на телеканале «Россия». Другими новостями с нами поделятся мои коллеги службы новостей. Увидимся с вами через несколько минут. Не переключайтесь. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Регионы получили все средства на лечение амбулаторных пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, 80% пациентов с COVID-19 в России находятся сейчас на амбулаторном лечении. Это 935 тысяч человек. Михаил Мурашко также рассказал, что почти 220 тысяч коек для пациентов с коронавирусом занято в стране. При этом реанимационных коек достаточно. Обеспечить доступность медпомощи в праздники поручил премьер Михаил Мишустин. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. В частности, руководители регионов должны заблаговременно принять все необходимые меры и о результатах этой работы проинформировать Министерство здравоохранения. В период зимних праздников традиционно наблюдается рост числа обращений за помощью врачей, что может усложнить работу больниц и поликлиник на фоне пандемии. 12 торгово-логистических центров планируют построить в арктических районах Якутии. На первом этапе эти объекты планируют возвести в поселках Белая гора, Черский и Усть-Куйга. Отмечается, что на эти цели потребуется примерно 780 миллионов рублей. Реализация проекта позволит решить проблемы своевременного и качественного завоза социально значимых продовольственных товаров в северные и арктические районы республики. Госдума приняла закон о возобновлении в России работы вытрезвителей. Согласно пояснительной записке, власти регионов получат право создавать такие учреждения, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Вытрезвители были созданы в СССР в 30-40-х годах, а в 2011 году их упразднили после того, как был принят закон о полиции, по которому граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения должны доставлять в больницы.
Фронт-офис «Моя работа» открылся в селе Майя. Это обновленный центр занятости населения, который будет принимать граждан и предоставлять госуслуги в сфере занятости. Сотрудники офиса информируют о положении на рынке труда в республике, предоставляют услуги по поиску подходящей вакансии, проводят профориентационную работу, оказывают психологическую поддержку безработным, а также направляют желающих на дополнительное профобучение. Центр полностью оснащен необходимым оборудованием. Всего в республике будут работать 4 подобных объекта. Основная задача его будет не просто там принять гражданина, поставить его на учет, там какие-то услуги предоставить, а именно окончательный итог – это его трудоустройство. И, соответственно, эффективность наших центров, наших инспекторов будет именно стоять в том, сколько они человек трудоустроят за период. Ну и, конечно же, идет большая работа и с работодателями по вакансиям и подбору для них работников. Здесь важно сказать, что, опять-таки, без, скажем так, лишних каких-то навязываний мы должны, как кадровое агентство, уже готового специалиста найти, или же, если не готовы, то подготовить именно под те требования, которые предъявляют нам работодатели. В начале следующей недели в Якутск придет потепление. В понедельник к вечеру будет минус 29. Во вторник днем еще теплее, минус 26. Ясно. Однако ветер усилится до 8 метров в секунду. А 1 января, по прогнозам синоптиков, столбики термометров остановятся на отметке минус 30, минус 33. Ясно и без осадков. На этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь. Спасибо, коллеги. У нас тоже есть свои новости. До конца года осталась ровно 1 неделя. Год был непростым. И как же 2020 изменил привычки россиян? В 2020 году из-за самоизоляции и других ограничительных мер, связанных с коронавирусом, россияне стали тратить больше денег на товары с доставкой на дом, а также на платный контент, например, на кино и музыку. Спрос на покупку билетов в театре и кино, наоборот, снизился на 37%. А еще Алиэкспресс зафиксировал повышенную тягу жителей страны к товарам категории «Сделай сам». Растет и популярность сервисов онлайн-образования. Эксперты уверены, что эти тенденции сохранятся и в следующем году. Как мы уже говорили, что в ночь с 21 на 22 декабря люди всего мира могли увидеть уникальное явление. Две крупнейшие планеты Солнечной системы максимально сблизились друг с другом. Сближение Юпитера и Сатурна началось примерно с 17 декабря. Только сейчас они оказались настолько близко, что с некоторых точек Земли это выглядит так, как будто они слились в одну планету. Сатурн и Юпитер сближаются примерно раз в 20 лет, но настолько близко друг к другу они были в последний раз почти 800 лет назад, в 1226 году. А в следующий раз подобное событие произойдет только весной 2080 года. Дополнительную ценность этому событию придал тот факт, что планеты в декабре 2020 года оказались очень яркими. Их можно было увидеть невооруженным глазом и снять на камеру смартфона. Недавно в местном паблике было представлено видео, где собачка вполне человеческим голосом говорит «мама». Нам стало любопытно, а получается ли у других животных отчетливо выговаривать человеческие слова. И вот что мы нашли. Тебе нормально? Нормально. Точно? Нормально. Нормально? Как вода? Нормально. Навальный? Нормально. Нормально. Навальный. Нормально? Нормально. Точно? Точно? Точно тебе нормально? А еще в соцсетях распространяется видео, на котором поросенок сосет вымя коровы. Необычное явление фермер снял на видео. И по словам хозяина фермы, он заметил, что у коровы стало пропадать молоко. Как оказалось, виной тому голодный поросенок. На видео маленький голодный поросенок с трудом дотягивается до вымени коровы и начинает пить молоко.
Кстати говоря, некоторые животные могут не только разговаривать, но и предсказывать будущую погоду. Например, сурок 2 февраля. Или скажет, победит команда в соревнованиях или проиграет. Помните, наверное, осьминога и черепаху накануне чемпионата мира и Европы. И получается, что животные теоретически также могут предсказывать грядущее вместо астролога. Наверное, нужно как-нибудь это проверить, но мы не будем это делать сегодня. Лучше обратимся к специалистам. Гороскоп. Овен. Сложный день с точки зрения общения. Окружающие могут понимать вас неправильно и предъявлять претензии. Но все это не испортит вам настроение. Телец. Начало дня пройдет удачно. Можно добиться отличного результата, если действовать быстро и решительно. Особенно важно не мешкать там, где речь идет о деньгах. Близнецы. Сегодня не стоит браться за что-то совершенно новое, зато можно вернуться к планам, которые прежде не удалось осуществить. Вечером возможны денежные поступления. Рак. Возможно, выгодные сделки и удачные покупки. Можно выбрать хорошие подарки для близких. Лев. Начальство и коллеги не оценят вашей чрезмерной активности, поэтому стоит сбавить обороты. Представителям этого знака, чья профессия связана с экономикой и финансами, стоит быть внимательней при подсчетах. Дева. Многое станет проще, если вы не будете строить иллюзий, а реально оцените сложившуюся ситуацию. Успех приходит к тем, кто знает свои и сильные, и слабые стороны. Весы. Стоит прислушаться к советам старых знакомых. Чужой опыт часто оказывается полезным. Благодаря ему вам удастся не совершить ошибок. Скорпион. Сегодняшний день подходит для встреч с теми, на кого вы хотите произвести хорошее впечатление. Возможны удачные совпадения и приятные сюрпризы. Стрелец. Сегодняшний день просто создан для того, чтобы вы себя немного побаловали. Устройте себе расслабляющий сеанс массажа или просто сделайте какую-нибудь косметическую процедуру. Козерог. День складывается неплохо, правда, с утра возможны разногласия и споры, но вам быстро удастся достичь компромисса. Водолей. Не спешите. Первая половина дня будет довольно сложной. В это время едва ли удастся избежать трудностей и разногласий. Однако ситуация быстро поменяется. Рыбы. Начало дня пройдет благоприятно. Стоит использовать это время для достижения самых важных целей. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики «Дуэт Фур». Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Торговые ряды Кружала, улица Амосова, дом 1. Аксыне 30 күнүгө ынбыкасаха ахагаты бириге. Жол түһүлгете республикадагы бирек супербилистере ойноллар. One Toyota машина. Жокускайга One Бесир участага онтондатын сынала билистер. Ойнитуга кыттар матамир магын сертификаттара Жокускайга улустарга атланалар. Саңа жылга жол түһүлгете Энжиагер. Дарение и получение подарков официальными лицами ставит под угрозу объективность принимаемых решений. Государственный муниципальный служащий не должен получать подарки. Подарки и деньги в том числе могут расцениваться как взятка, что создает условия для возникновения конфликта интересов. В салонах «Торнадо» с 19 декабря по 13 января праздничные скидки до 70%. Розыгрыш 100 000 рублей. «Торнадо». Алыптақ саңа жыл үйнер кейхетігер, қас бірге кейі кәрәні жіктіні кәдәр. Тәтім мағахын кәләні әр саңа жылынан ағардалан тұран, барадығар беуін бұрығын адылы чәпчәтіні білдер. Тәтім сақалы тыыннақ бәләғын. Сақабыт сайдам жонын уру ювелирне компания саңа жылынан ағардалыр. Үйері көті үктәлленен, жол соргу кынаттанын, чугас, таптыр жоңғытуғар уру седерей оңғықтырын бәләқ оңдың. Уру күт тәнейдін.
В этом году из-за пандемии коронавируса выпускникам особенно непросто найти подходящую работу на рынке труда. Одно из основных направлений работы Госкомитета – содействие трудоустройству выпускников профессиональных образований организаций и организаций высшего образования. Более подробно об этом нам расскажет Елена Калашникова, первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Саха-Якутия по занятости населения, и Денис Секритов, трудоустроенный выпускник, оператор по добыче нефти и газа. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Елена Виссарионовна, Доброе у утро. меня к вам первый вопрос. Какие меры сегодня принимаются для трудоустройства выпускников? Ну, прежде всего, хотелось бы отметить, что порядок межведомственного взаимодействия по содействию трудоустройства выпускников у нас в республике действует с 2018 года. Мы понимаем, что молодежь – это наша движущая сила в каждом центре занятости, во всех филиалах, представительствах Государственного комитета занятости в улусах. Созданы комиссии по содействию трудоустройству выпускников, в состав которых входит, безусловно, образовательные организации высшего и среднего профессионального образования, органы местного самоуправления, представители органов службы занятости и, конечно, работодатели. Кроме этого, в 2018 году в республике принят закон о привлечении молодых специалистов в государственные унитарные предприятия, который предусматривает трудоустройство молодых специалистов, впервые привлекаемых на работу и не имеющих первоначального опыта работы. В рамках реализации этого закона в текущем году было трудоустроено 587 человек, которые нашли работу в различных отраслях экономики республики. Еще одним механизмом нашей работы является функционирование молодежной биржи труда «Импульс», которая в текущем году оказала услуги по содействию трудоустройству молодежи более 3,5 тысяч молодых специалистов. Таким образом, каждый молодой человек у нас находится на особом учете. В рамках реализации наших ведомственных проектов «Местные кадры в промышленность» и «Занятость на селе» мы проводим адресную работу с каждым из молодых специалистов и ведем работу с работодателями для того, чтобы их максимально трудоустроить. А как дела обстоят на рынке труда? Какие профессии, какие специальности сейчас востребованы? Вы правильно отметили, что в уходящем году ситуация на рынке труда республики, как и в целом по Российской Федерации, была достаточно напряженной в связи с распространением коронавирусной инфекции. Пик безработицы у нас приходился на июль месяц, тогда уровень безработицы составлял 7,7%. Но благодаря принятым мерам на уровне федерального правительства, на уровне регионального правительства, нам удалось переломить эту ситуацию. На сегодняшний день уровень безработицы снизился на 0,5%, составляет 7,2%. Численность занятых увеличилась на 12,5 тысяч человек, а численность безработных сократилась на 1300 человек. Хочу отметить, что на достаточное количество открытых вакансий предъявляют работодатели на сегодняшний день. Наиболее востребованными профессиями являются водители автомобиля, слесари, машинисты сантехники, электромонтеры, стропольщики, подсобные рабочие. По профессиям для служащих очень востребованы у нас медицинские сестры, фельдшеры, техники, инженеры, учителя, врачи. Средняя заработная плата по заявленным вакансиям составляет 47,5 тысяч рублей. При этом есть максимальный уровень заработной платы. Это у машиниста буровой установки. Работодатель предлагает заработную плату в 262 тысячи рублей. У машиниста бульдозера предлагалась зарплата 260, а также 1000 рублей. Водителя автомобиля 258 и 195. Самыми высокооплачиваемыми профессиями среди служащих являются механики 310 тысяч рублей и начальник участков промышленности до 260 тысяч. Денис, скажите, пожалуйста, мы хотели вопрос задать Денису. Денис, какой вуз вы закончили и какие возникали сложности при поиске направления для целевого обучения? Были ли они вообще? Нет, никаких сложностей у меня совсем не было. Уже в школе я выбрал свое направление, свой желаемый вуз и, получается, сдал Олимпиаду по физике и по математике. Я вот обучался в РГУ нефтегаза имени Губкина в Москве и по специальности прикладная геология. То есть я учился 5 лет, и вот в этом году, в июле, я защитил свою дипломную. После этого, получается, я обратился в Министерство образования Республики Саха-Якутия, получается, сдал копии диплома
И мне предложили, получается, 3 вакансии. Получается, оператора по добыче нефтегаза в ПАО «Сургутнефтегаз» и оператора по добыче также нефтегаза в ТАСС «Нефтегазодобыча». То есть у вас, в принципе, все хорошо сложилось, да, после окончания целевого образования. А как вот обговаривались условия? Условия обговаривались уже, получается, до поступления. У меня был договор, получается, с Министерством образования Республики Саха-Якутия, то, что после обучения я должен отработать в любой компании, которая связана с Якутией, 3 года. Угу. Что ж, огромное спасибо вам за полезную информацию. Я желаю вам удачи, отличного настроения и поздравляю вас с наступающим Новым годом. И напоминаю нашим телезрителям, что сейчас у нас на связи был первый заместитель председателя Государственного комитета нашей республики по занятости населения Елена Калашникова и трудоустроенный выпускник, оператор по добыче нефти и газа Денис Секритов. Ну а мы продолжаем наш эфир. До Нового года осталась ровно 1 неделя. Подготовили ли вы подарки и угощения на праздничный стол? Говорят, что на стол нельзя в этом году ставить блюда из говядины. Лучше добавить блюда из птицы, баранины, свинины. А можно прибегнуть к совету наших предков и украсить новогодний стол блюдами из рыбы и оленины. Ну и, конечно же, просто обязательно нужно постряпать пирог. Пусть самый обычный, зато самый вкусный. Доброе утро! Сегодня я вам покажу рецепт тертого пирога. Для этого нам понадобится мука, овсянка, масло или маргарин, яйцо, а для начинки нам понадобится творог или варенье. Если вы хотите, можете добавить, как у меня, лимон, смешанный с имбирем и медом. Получившееся тесто делим на 2 части. Первую часть кладем на основу пирога, а вторую, которая чуть-чуть поменьше, прячем в морозилку. Начинка у меня творог с сахаром и чуть-чуть кефира. Достаем наше тесто из морозилки и натираем. Пирог готов, может отправляться в духовку. Наш тертый пирог готов, можно пробовать. Приятного аппетита! Новый год – это праздник, который любит весь мир. Однако у каждой страны есть свои традиции, которые нам могут показаться необычными и даже забавными. Например, в Италии, я знаю, перед Новым годом из окон выбрасывают мебель. А что делают за несколько часов в США? Я расскажу вам некоторые новогодние традиции американцев. Я думаю, что у американцев традиции такие же, как и везде. Они встречают Новый год вместе с родными и близкими. Они любят украшать свои дома, веселиться в праздничные дни и пускать фейерверки после наступления Нового года. Главным символом новогоднего праздника считается кукла Baby New Year. Малыш в подгузнике, который олицетворяет начало и перерождение жизни. Также ни один Новый год не обходится без планов на будущее. Провожая старый год, американцы составляют список обещаний, которые они хотели бы исполнить в Новом году. А еще есть традиционная песня, которая звучит в доме у каждого американца, и называется она «Auld Lang Syne». Переводится как «былые времена». Она такая же традиционная песня, как советская песня «5 минут» для россиян.
Недавно я узнала еще одну необычную новогоднюю традицию – целовать первого встречного, когда часы пробьют 12 часов. Эта традиция пришла с немецкого поверья, что первые минуты наступившего года задают тон всему году. Скоро в России наступит Новый год. Сбои курантов Московского Кремля. Новый год уже приближается к нам, и он несет всем новые надежды. Каждый дом принесет ожидание чуда. Пусть будут впереди только радостные дни. Пусть удача сопровождает всех россиян повсюду. Хочу, чтобы у всех желания сбылись, чтобы здоровы были их родные, и чтобы год грядущий был удачным для россиян. Хочу особый привет передать своим землякам, жителям Сунтара. Я выросла в Сунтаре в большой дружной семье Соловьевых. Келен ихер саңа жылынан күнді сахам сирин олоқтақтыра. Соғыру Калифорнияттан истүрәк біттен әхияға истин әғарда. Келен ихер саңа жылынан Якутия. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year from California and America. Merry Christmas and a Happy New Year from San Diego. San Diego. San Diego. Дорогие друзья, не забывайте, что мы для вас работаем только в прямом эфире. Наш WhatsApp номер прежний 8 914 279 2262. У нас есть утреннее сообщение. Абонент пишет: доброе утро. Хотим поздравить сына Казакова Виктора с днем рождения. Виктор в этом году, окончив университет ФТИ, поехал с семьей работать в Анабарский район. Начал свою трудовую деятельность инженером Анабарской РЭС. Желаем дальнейших успехов в работе, здоровья, удачи, семейного счастья. Пусть сбываются все твои мечты и желания. Подпись: родители и семья брата с Якутска. Вот такое замечательное сообщение. Мы присоединяемся к этим поздравлениям. Ну, а тем временем на дворе у нас четверг, а значит, можно отправиться в кино. Среди новых фильмов недели зрители отыщут премьеры на любой вкус. Хотите пощекотать себе нервы? Отправляйтесь на отечественный экшен «Огонь». Ощущаете дефицит праздничного уюта и любите котиков? Смотрите «Рождество кота Боба». Рассчитывайте чем-то побаловать детишек? Вот вам продолжение приключений полудикой семейки Круц. Подойди поближе. Знакомим вас с киноновинками этой недели, которые можно посмотреть в кинотеатре «Лена». Накануне новогодних праздников отечественные зрители еще успевают насладиться просмотром масштабной премьеры, никоим образом не относящейся к зимним торжествам. Скорее уж наоборот. На экраны выходит фильм «Катастрофа. Огонь» от создателя «Экипажа» и «Движения вверх». Леса, они всегда горели. Героическая история о пожарных и спасателях. То, что мы называем подвигом, для них привычные будни, если только можно привыкнуть к смертельной опасности и предельному риску. Когда людям, попавшим в беду, кажется, что помощи ждать неоткуда, на выручку приходят спасатели, чтобы встать на пути беспощадной стихии. На прошлое Рождество мы с котом по кличке Боб музицировали на улице. С Рождеством! Один из самых знаменитых котов современности возвращается на экраны в фильме «Рождество кота Боба», сиквеле картины «Уличный кот по кличке Боб». Вторая часть, вдохновляющей кинодиалогии, основанной на реальных событиях, расскажет, как знаменитые жители Лондона, кот Боб и его хозяин Джеймс, встречают Рождество. Ты слушаешь меня, Джеймс? Что случилось? Они закрывают этот питомник. Жизнеутверждающий сиквел призван напомнить зрителям о волшебстве рождественского праздника и оптимизме, который помогает справиться со всеми жизненными сложностями. Главное помнить, что чудеса все-таки случаются, даже если в них не слишком-то веришь. Меня зовут Гип. Перестань, дай поспать. И мы первая в мире семья.
Круц. Харизматичные герои клана Круц просто не в силах усидеть на месте. В этот раз их ждет новое и увлекательное путешествие, а также знакомство с фантастическими существами и покорение новых земель и миров. Они встретят необыкновенные растения, удивительных животных, а еще познакомятся с прогрессивными доисторическими соседями, которые находятся на пару ступеней выше Круцев в эволюционной цепи. Ведь у них есть много удивительных изобретений. Видишь стену? Да. Хочешь перепрыгнуть? Да! Новые приключения первой доисторической семьи, рассказанные голосами таких звезд, как Павел Воля, Лиса Анутяшева, Нюша, Егор Дружинин, можно будет увидеть в кино уже сегодня. Знакомься, Куша. А это Фенечка. В кино с 24 декабря. Новый год – праздник волшебства и сказки. Наши товары создадут праздничную атмосферу. Волшебство приходит вместе с Азбука. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Далбар хотун. Сахачактарын манылах, ымылах, өрө тударык күндү ада. Далбар хотун эдерген кысоғоттон, эрге сүттер кемче кийиттен, оғотун түйігер көтөх бүтиеттен, сенин сыллы ребеттен, үйнен сайдан тақсар. Ах, суруттар далбар хотун сурналы. 20 тысяч бонусных рублей каждому на ювелирные украшения. С 14 по 20 декабря в салонах «Золотник» уже идет новогодняя распродажа. Оплатите бонусными баллами за украшения. Ювелирные салоны «Золотник». Пора праздничных салютов. Выбирайте проверенный временем русский фейерверк в компании «Салют ЕКТ». Наши адреса: город Якутск, Покровский тракт, 4 километр, дом 2, Чернышевского 51/2, Жарницкого 56, ТВЦ «Оптимист Проф». Дарите детям радость. НХЗ Групп. Сказочно вкусного Нового года. Олимп Мебель. Огромный выбор мебели для дома и офиса по максимально выгодным ценам. Ведь именно сейчас действуют новогодние скидки до 30% на весь ассортимент. Олимп Мебель. Алыптақ саңа жыл үйлер кейхетігер, қас бірге кейі кәрәні жіктіні кәдәр. Тәтім мағахын кәләні әр саңа жылынан ағардалан тұран, барадығар беуғын бұрығын адылы чәпчәтіні білдір. Тәтім сақалы тыыннақ бәләғын. С Новым днем, Республика! На календаре сегодня 24 декабря, четверг. Наш эфир сейчас продолжит блок новостей. Не переключайтесь. В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Доброе утро. Регионы получили все средства на лечение амбулаторных пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его словам, 80% пациентов с COVID-19 в России находятся сейчас на амбулаторном лечении. Это 935 тысяч человек. Михаил Мурашко также рассказал, что почти 220 тысяч коек для пациентов с коронавирусом занято в стране. При этом реанимационных коек достаточно. Обеспечить доступность медпомощи в праздники поручил премьер Михаил Мишустин. Об этом он заявил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом. В частности, руководители регионов должны заблаговременно принять все необходимые меры и о результатах этой работы проинформировать Министерство здравоохранения. В период зимних праздников традиционно наблюдается рост числа обращений за помощью врачей, что может усложнить работу больниц и поликлиник на фоне пандемии. 12 торгово-логистических центров планируют построить в арктических районах Якутии. На первом этапе эти объекты планируют возвести в поселках Белая гора, Черский и Усть-Куйга. Отмечается, что на эти цели потребуется примерно 780 миллионов рублей. Реализация проекта позволит решить проблемы своевременного и качественного завоза социально значимых продовольственных товаров в северные и арктические районы республики.
Госдума приняла закон о возобновлении в России работы вытрезвителей. Согласно пояснительной записке, власти регионов получат право создавать такие учреждения, в том числе на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Вытрезвители были созданы в СССР в 30-40-х годах, а в 2011 году их упразднили после того, как был принят закон о полиции, по которому граждан в состоянии сильного алкогольного опьянения должны доставлять в больницы. Фронт-офис «Моя работа» открылся в селе Майя. Это обновленный центр занятости населения, который будет принимать граждан и предоставлять госуслуги в сфере занятости. Сотрудники офиса информируют о положении на рынке труда в республике, предоставляют услуги по поиску подходящей вакансии, проводят профориентационную работу, оказывают психологическую поддержку безработным, а также направляют желающих на дополнительное профобучение. Центр полностью оснащен необходимым оборудованием. Всего в республике будут работать 4 подобных объекта. Основная задача его будет не просто там принять гражданина, поставить его на учет, там какие-то услуги предоставить, а именно окончательный итог – это его трудоустройство. И, соответственно, эффективность наших центров, наших инспекторов будет именно стоять в том, сколько они человек трудоустроят за период. Ну и, конечно же, идет большая работа и с работодателями по вакансиям и подбору для них работников. Здесь важно сказать, что, опять-таки, без, скажем так, лишних каких-то навязываний мы должны, как кадровое агентство, уже готового специалиста найти, или же, если не готовы, то подготовить именно под те требования, которые предъявляют нам работодатели. В начале следующей недели в Якутск придет потепление. В понедельник к вечеру будет минус 29. Во вторник днем еще теплее, минус 26. Ясно. Однако ветер усилится до 8 метров в секунду. А 1 января, по прогнозам синоптиков, столбики термометров остановятся на отметке минус 30, минус 33. Ясно и без осадков. На этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь. А между тем, в этом году наша республика отмечает столетний юбилей дошкольного образования. Официальной датой появления дошкольного образования в регионе считается 1 сентября 1920 года. И сегодня в Якутии насчитывается 809 дошкольных организаций разных форм собственности, в которых работает 8157 специалистов, которые присматривают, в свою очередь, за 73 тысячами детей раннего и дошкольного возраста. И сегодня у нас в гостях как раз-таки один из таких специалистов. Это Татьяна Колмогорова, заместитель заведующей Центра развития ребенка номер 7 «Остров сокровищ». Татьяна Вячеславовна, доброе утро. Доброе утро всем. Очень рады вас видеть в нашей студии. И в первую очередь, конечно, примите поздравления с вашим большим юбилеем. Это все-таки ваш профессиональный праздник. Ну и с наступающим Новым годом. Первый вопрос. Я знаю, что буквально в эти дни прошла большая научно-практическая конференция, посвященная юбилею, да? Скажите, какие вопросы обсуждали на конференции? Ну, стоит сказать, что такая впервые научно-практическая конференция такого уровня прошла в онлайн-формате. Это была региональная конференция с международным участием. Приняли участие 30 спикеров российских. Это такие ученые и педагоги с передовым именем, да. Также 8 спикеров из зарубежных стран приняли участие. Это США, Великобритания, Азербайджан, Казахстан. И вообще, так как эта конференция проходила онлайн, очень много было зарегистрированных на сайте конференции участников. Это около 1420 человек. Они были и слушателями, были и выступающими. Охват в связи с тем, что это онлайн, тоже очень большой. Практически все районы нашей республики, дошкольные образовательные организации приняли участие в этой конференции. Поэтому конференция за 2 дня прошла очень насыщенно. Обсуждались очень много актуальных вопросов дошкольного образования Республики Саха-Якутия. Да? Это и экологическое образование детей, это и детское чтение, это и ранний возраст, который сейчас очень актуален. Это и управление современным дошкольным образовательными организациями. То есть спикеры российские отмечали, что сейчас тенденции в образовании меняются со скоростью света.
также и должны меняться образовательные требования к образовательным результатам. Поэтому нам нужно менять в дошкольных образовательных организациях подходы к организации своей деятельности, формы своей работы. Вот. А скажите, вот кому была интересна вообще эта конференция? Как вы считаете? Я считаю, интересна была конференция всем дошкольным работникам, начиная от руководителя, заканчивая... Родителями, наверное, конечно, да? Родители тоже принимали активное участие, кстати, да, и родителям, и воспитателям, и тем учреждениям, которые готовят специалистов дошкольных. Это и высшее учебное заведение, среднее, институт повышения квалификации, который Республики Саха-Якутия, который организовал совместно с министерством эту научно-практическую конференцию. То есть всем буквально людям, которые относятся к дошкольному образованию внимательно. Да, это было интересно и полезно. Интересно и полезно. Вы сказали, что очень много, да, принимало участие в этой конференции. А вам кто был интересен? Я выступала модератором в виде экскурсии, где приняли участие 22 детских сада с республики. И опять же, повторюсь, так как эта конференция прошла онлайн, то мы увидели прекрасную возможность увидеть детские сады других регионов. Заполярья, это Верхоянский улус, совершенно уникальные детские сады. Алдан, Хатыстыр, Мирный. Но те детские сады, которые мы офлайн, может быть, и не увидели, мы увидели онлайн. Это было очень для меня позитивно и очень для меня познавательно. Новые такие возможности. Очень, да. А вот вы говорили, что спикеры были из США, Азербайджана, да, других стран. На каком языке вот они рассказывали? Конференция проходила на платформе, на сайте, да, конференции. Была организована Институтом развития образования, повышения квалификации Республики Саха-Якутия и Министерством образования отдельная платформа для конференции, которая тут же переводила синхронно на русский язык. А вам понадобился тот опыт, вот, который вот, те же вот, иностранные или вот, наши российские западные, да, регионы показывали свои детские сады? Это было интересно? Конечно, это было, во-первых, не просто интересно, а как практический работник я оттуда очень многое взяла. Особенно же мне очень понравилось выступление Марии Миркис. Это кандидат философских наук, это эксперт в области образования. Она рассказывала очень интересные творческие подходы к развитию ребенка. И для меня это было, конечно, очень-очень интересно и познавательно. А что такого любопытного было предложено в ходе конференции? Вот, что вы для себя вот, оставили, записали вот на карандаш? Вообще спикеры и российские, и зарубежные спикеры, они актуальность человека, то есть человека-педагога, личности педагога ставили очень остро, потому что все-таки педагог – это тот человек, который встречает малыша утром, провожает его вечером. Поэтому от того, насколько он широко образован, от того, насколько он творчески подходит к делу, очень многое зависит. Поэтому я очень много взяла для себя и для своего коллектива от некоторых выступлений спикеров. Татьяна Вячеславовна, вот такой вот вопрос, да, достаточно, наверное, любопытный, да. А вот как много мужчин работают в дошкольном образовании? Усатых нянь, как много в нашей республике, может, в вашем детском саду? Есть они? Да, действительно, вопрос очень любопытный и очень актуальный, потому что мужчины в образовании нужны. У нас в детском саду работают, наверное, 7 мужчин, это вместе с техническими работниками, а педагогический работник у нас один, это инструктор по физической культуре. Вообще в дошкольном образовании в последние 10 лет наблюдается активно то, что мужчины приходят, да, и сейчас в городе во многих детских садах есть мужчины-психологи, мужчина-воспитатель, инструкторы, конечно, в основном физической культуры. Мы очень этому радуем, мы всегда за то, чтобы с нами вместе работали и мужчины.
Что ж, огромное спасибо, Татьяна Вячеславовна, за интересную беседу. Я желаю вам удачи, хорошего настроения и с наступающим Новым годом. Вы хотите тоже, наверное, поздравить наших телезрителей. Спасибо. Поздравляю всех своих коллег с наступающим Новым годом. Самое главное, вам здоровья. И хочу сейчас исполнить просьбу сына. Данила, привет! С Новым годом, с наступающим. Огромное спасибо еще раз. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, увидимся с вами через несколько мгновений. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса – якутская компания. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Военный комиссариат Республики Саха-Якутия призывает на военную службу. С 1 октября по 31 декабря 2020 года проходит осенний призыв на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Для прохождения военной службы и для получения отсрочек от призыва на законных основаниях всем гражданам призывного возраста необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или по номеру 8 41 12 23 42 31. Сделай правильный шаг к новой жизни. Служи России. Военный комиссариат Якутии напоминает, что уклонение от службы карается по закону. Ноутбукарга отут бірігінгі дері чепчети. Респект, Джокускай, Ленин проспегін отут алтата. Видал? Мам, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на sbermarket.ru. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. Доброе утро, дорогие друзья! В эфире программа «Новый день». На календаре сегодня 24 декабря, четверг. И сегодня по народному календарю Никонов день. В этот день наши предки традиционно славили солнце. Существует поверье, что утреннее солнце и зажженные ночью лампады смогут отогнать нечистую силу. Есть и другие приметы. Если еда в посуде во время готовки выплескивается через край, то небо вскоре затянут облака. А если в этот день белки в одном дупле собираются, то вскоре грядут морозы. Давайте проверим это сейчас у наших синоптиков. Прогноз погоды на канале НВК Саха. Итак, сегодня днем в центральных Улусах ожидается 46-50 градусов мороза. В Заречье 45-50. На юге воздух. Дневная температура воздуха составит минус 28, минус 36. В Вилюйской группе Улусов 45-49. В Нижнеленских Улусах днем ожидается 47-49 градусов мороза. На западе 36-41. В Колымо-Дегирских Улусах ожидается 25-48. В Янских 35-48. А на северо-западе будет 25-48 градусов мороза. В городе Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 49 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Ветра не будет, днем ожидается 46-48 градусов, туман. И сегодняшний день объявлен актированным для учащихся с 1 по 8 классы. Все мы знаем, что следующий год по восточному календарю будет годом быка. Это животное символизирует надежность, спокойствие, трудолюбие. Поэтому и люди, рожденные в год быка, тоже такие же сильные и упорные. Родиться в такой год повезло многим известным личностям. Я, например, знаю, что Чарли Чаплин родился в год быка и Наполеон Бонапарт.
Год быка может похвастаться обилием знаменитостей, которые родились под этим гороскопом. И прежде чем упомянуть, кто же они, давайте для начала посмотрим небольшую характеристику для людей, родившихся в этот год. Итак, про быка говорят, что он прирожденный лидер, ответственный руководитель, который печется о благе подчиненных и зависимых от него людей. Бык терпелив и трудолюбив. Основное качество характера – надежность. Последовательно и стратегически гениально добивается своих целей. Обладает хорошо развитым логическим мышлением. Он не склонен к импульсивному выбору, скорее медлителен в принятии решений, основательно подходит к любому делу. Не мудрено, что бык станет знаменит, если будет заниматься своим любимым делом. Ну а сейчас давайте же узнаем, кто же эти знаменитости быки. Оказалось, что в год быка родился никто иной, как 44-й президент США Барак Обама. И это сразу доказывает, что характеристика года может быть весьма точной. Ну а актеры-быки оказались не менее внушительными. Чарли Чаплин, Вивиан Ли, Адриана Челентано, Джек Николсон, Морган Фримен, Ричард Гир, Джим Керри, а также Джордж Клуни. В России также немало знаменитостей быков, например, примадонна российской эстрады Алла Борисовна Пугачева, советский и российский политический и государственный деятель, дипломат Валентина Ивановна Матвиенко, ярчайшая представительница Серебряного века в русской поэзии Анна Ахматова, легендарный Владимир Высоцкий, известные российские актеры Сергей Безруков и Михаил Боярский, российский режиссер мирового уровня Тимур Бекмамбетов, яркая, узнаваемая певица российской эстрады Ольга Бузова. Ну что ж, список получился впечатляющим. Можно четко проследить, что этих знаменитостей быков объединяет сильный нрав, лидерские качества, целеустремленность и амбициозность. Так что, уважаемые телезрители, родившиеся в год быка, используйте свою силу, пробудите внутреннего быка и стремитесь к исполнению своих целей, и мы уверены, у вас все получится. По нашим якутским поверьям, бык – это символ холода, так что получается, что сейчас это его время, он вовсю разгулялся. И любопытно, какая погода сейчас стоит на севере Якутии, например, в Алайховском районе. Думаю, на этот вопрос нам может ответить наша следующая гостья. Это уроженка села Русское Устье Мария Мищенко, художник-график, сотрудник Национального художественного музея нашей республики. Мария, здравствуйте. Доброе утро. Очень рада вас видеть в нашей студии. Скажите, пожалуйста, вы родились в Русском Устье на севере Якутии. Какую самую низкую температуру вы помните? На моей памяти было минус 44. Это самая высокая. Самая низкая, получается. Ой, да, самая низкая. Дело в том, что там очень сильные ветра. И ощущается очень достаточно То есть, холодно. получается, на градуснике 44, а по ощущениям это, наверное, 50 с лишним, да? 54 все, да? А как много людей проживает в Русском Устье? Там всего лишь 150 человек. До сих пор так живут, да? Да. 150 человек. А чем они занимаются? В основном рыболовство, так как пушнина уже не добывается. В основном рыбаки, да. Ага. Мария, мы знаем, что вы являетесь автором иллюстраций сказок Русского Устья. Вы как раз вот принесли эту книгу. Расскажите, пожалуйста, об этом проекте. Вы там как раз повествуете свое родное село, Русское Устье. Можно, да, вот посмотреть книгу? Да. Какие там иллюстрации? И вообще об этом проекте можно, да, поподробнее? Да, дело в том, что русская община, она выиграла грант главы города Якутска. И совместно с СВФУ, филологическом факультете, они перевели, получается, с русско-устинского диалекта на русский. Вышли на меня и попросили меня проиллюстрировать эти сказки, эту книгу, так как я являюсь не только уроженкой, но и художником-графиком. Вот, я, естественно, согласилась с радостью, потому что это мой родной край. А недавно вы еще подготовили комплект открыток, опять же, с иллюстрациями вашего родного села. Очень замечательные картинки, иллюстрации. Вот в какой технике они изображены? Вот как называется эта техника? Эта техника называется смешанная. То есть бралась пастельная бумага и художественная пастель сухая, затем сверху уже черной гелевой ручкой обводился контур. Вообще эти иллюстрации, два комплекта открыток. Первый комплект — это из сказок Русского Устья, из этой книги. Как раз такие иллюстрации, частично иллюстрации. А второй комплект — это уже мои гравюры,
который я выполнила в 2018 году. Русское устье, живая нить, ксилография. Техника ксилографии – это резьба по дереву и отпечаток от этой гравюры на бумаге. Так интересно. А вообще, вот что изображено на этих открытках? Я тут вижу вот якутских, да, персонажей. Вот это же вот явно, да, якут. Да. А вот это уже житель русского устья, наверное, да? Это получается из сказок. То есть к каждой сказке прилагалась иллюстрация. И мне нужно было изучить вообще быт русскоустинцев, традиции, культуру, да, одежду и так далее, потому что они ассимилировались с местным коренным народом. Ага. Ну вы к нам еще пришли в таком замечательном, красивом костюме. Расскажите, пожалуйста, вот о нем, откуда, вот история вообще костюма. Нижний Новгород, да, вот я слышала? Дело в том, что русскоустинцы, они выходцы из Великого Новгорода, и у них своеобразный тоже диалект, очень интересный. И этот костюм был сшит на заказ. Вообще исследовали тоже, вот как именно они одевались в старину, и шили на заказ. Этот костюм мне выдала общественная организация «Русскоустинцы» здесь, в городе Якутске. И вот с удовольствием одеваю этот национальный костюм. По особым дням? Да, по особым дням. А вот цвет что-то означает? Вот он не яркий, не красный. Вот. Что-то означает или нет? Да, дело в том, что такое цветовое соотношение присуще именно северу, потому что север же не пестрый, не ядовитые цвета имеет, а сдержанные тона. А вот именно головной убор, он такой интересный, немножко как бы вот вперед. Это вот для чего? Для прически или для чего? Нет, это вот такой национальный головной убор. Ага. Так, Мария, давайте вернемся к вашим открыткам, да? А где можно будет их приобрести и вообще каково назначение этих открыток? Я так вижу, что можно даже отправить, да? А по почте, наклеив марку. Дело в том, что вот эти открытки можно вообще приобрести в Дом печати. Они в свободной продаже, да, в Доме они печати? в свободной продаже, ага. И спокойно можно приобрести комплекты, вот по одному комплекту. Каждый комплект всего лишь 150 рублей, это не так уж и дорого. Ага. А какие у вас планы на будущее? Вот, что вы еще планируете иллюстрировать? Может быть, еще один комплект или книгу? Да, у меня сейчас планы, помимо основной работы Национального художественного музея, я самостоятельно создаю эскизы, наброски. Хочу дальше иллюстрировать сказки русского устья, потому что сказок на самом деле очень много. Угу. Что ж, огромное спасибо, Марии, за то, что нашли время, пришли к нам в студию. Я желаю вам удачи, отличного настроения и с наступающим Новым годом. Спасибо. Друзья, сейчас мы уходим на небольшую рекламную паузу, и через несколько мгновений в этой студии встречайте моих коллег Гею и Джилуса. А я желаю вам доброго утра и с наступающим Новым годом. Не забывайте поздравлять друг друга по нашему WhatsApp номеру.